Если говорить о якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, которая начала свою работу в 1925 году, то, конечно, нужно говорить об истории нашей страны того периода. 1924 год – это время, когда был создан Советский Союз, когда в нашей стране открылась новая эра, создавалось новое государство. И, конечно, чем это очень значимо это время, то, что в нашей стране, в обществе, был такой максимализм, что ли, в хорошем смысле, и запрос на радикальные перемены к лучшему. И на волне этого, так сказать, этой веры, что ли, возможность быстрого такого создания более справедливого, более культурного, более высокоразвитого общества, создавались и новые, формы общественного устройства, такие как национальные республики, например, в том числе Якутская автономная республика. И такие, грандиозные мероприятия, какой была комплексная якутская экспедиция Академии наук СССР. 1924 год, и Максим Кириллович Амосов, назначенный представителем Якутской республики в Москве, реализуя те положения, которые оговаривались еще на учредительном съезде Советов в 1922-1923 году, о том, что нужно на научную основу поставить планирование создания, собственно, республики как социальной системы, как государства рабочих и крестьян, как это тогда и писалось в нормативных документах, Конституции и так далее. И он обращается непосредственно в Академию наук к непременному секретарю Академии Сергею Альденбургу с обращением таким о том, что Якутия в прошлом была самой отсталой окраиной Российской империи. И теперь, когда все народы получили равные права, то Якутия должна сделать резкий скачок в своем экономическом и культурном развитии. И для этого необходимо всесторонне исследовать ее научно, силами нашей главной, самой сильной, самой такой организации, а именно Отечественной Академии наук. И этот призыв был воспринят с руководство Академии нашей не просто согласилось на это предложение, оно восприняло ее, в общем, с воодушевлением. И такой масштабный проект, это, экспедиция, которая состояла из порядка 20 отрядов, каждый отряд, они назывались подотряды, но по сути это был отдельная экспедиция со своими целями, задачами, со своим маршрутом и так далее. И, само разнообразие направлений исследований, то есть это и геология, и биология, и рыбное хозяйство, и речной отряд, и морской, лесоэкономический, этнографический, медицинский. То есть такое исследование действительно всестороннее и с привлечением на тот момент самых лучших ученых. И самое главное, это что, конечно, не может не
восхищать человека, который вот читает эту историю, это то, что вот во главу угла ставился именно человек. Во главу угла ставилась наша, значит, молодая Якутская республика, и вот экспедиция эта нашей Российской Советской Академии Наук проводилась для того, чтобы вот создать научную базу для вот этой нашей Якутской республики. И поэтому, конечно, совершенно не случайно то, что ученые нашей республики, научное сообщество относятся именно вот к Амосовской экспедиции как, ну, к началу, что ли, своей родословной, даже можно сказать. И, ну, как бы отсчитывают, начинают с нее, ну, отчет своей истории. Потому что вот это именно та идея, которая одновременно была, ну, идеей и создания науки в Якутии, и одновременно идеей, собственно, создания научных основ самой республики. Поэтому, ну, если вот так обобщенно говорить, то мы можем сказать, что наша отечественная российская советская наука вот приняла просто вот непосредственное участие, ну, собственно, в создании Якутской республики. Конечно, нужно особенно подчеркнуть, что работа экспедиции, она началась не на голом месте, она в значительной степени была продолжением и предыдущих научных исследований. Потому что вот в архивах сохранились вот документы, протоколы первых самых заседаний, когда в Академии наук обсуждались планы будущей экспедиции. И, ну, сразу, конечно, бросается в глаза, что в самом первом заседании уже принимали участие, значит, ученые, которые имели опыт, значит, работы в Якутии, которые исследовали Якутию. Так, значит, в самых первых заседаниях этой комиссии академической участвовали такие люди, как Эдуард Карлович Пекарский, Майнов, Белыницкий, Беруля, геолог, значит, Зверев. То есть это люди, которые знали, конечно, о Якутии не понаслышке, и они говорили об этой экспедиции как о продолжении вот прошлых экспедиций, которые работали на территории Якутии. И, конечно, вот преемственность, собственно, это, ну, очень, конечно, важно и для Академии наук, но преемственность – это один из таких самых главных, что ли, как известно, факторов. И таким образом, почему вот такой большой проект состоялся и так успешно, потому что, собственно, учеными двигало вот это желание, конечно, провести те работы, которые они и ранее, в общем, планировали проводить. Здесь еще нужно сказать вот отдельно, наверное, о вот этих людях, которые представляется, что вот Пекарский, Майнов сыграли значительную роль в организации экспедиции, как вот знатоки Якутии. И нужно сказать, что они еще в 90-х годах XIX века принимали участие в научных исследованиях Якутии, а именно вот в знаменитой экспедиции Русского географического общества, снаряженной на средства купца Сибирякова. Ну и вот эта сибиряковская экспедиция, она тоже, можно сказать, что была прообразом, что ли, вот зарождения здесь, в Якутии, науки, научных организаций, поскольку участники сибиряковской экспедиции – это
полностью были полицейные, а также чиновники вот, местные, Якутской области. И таким образом можно, ну, политически ссыльные, это и Пекарский, и Майнов, и Ионов, Виташевский, Феликс Кон, они к этому времени уже какое-то время провели в Якутии и уже имели какой-то опыт, значит, научных исследований. Поэтому, в общем, можно сказать, что это была первая экспедиция, которая была организована, ну, силами местных жителей. Ну и учитывая вот то, значит, огромное общественное значение, которое имела деятельность вот таких выдающихся людей, как Всеволод Ионов, Эдуард Карлович Пекарский, ну, можно говорить, что эти люди были вот, ну, создателями, что ли, основоположниками вот именно местной научной традиции, научной школы. И поэтому вот эти идеи, которые вот очень трудно реализовывались в дореволюционной России, конечно, вот этой новой властью, особенно вот 20-е годы, были реализованы уже на такой более широкой основе. Ну, что касается результатов Амосовской экспедиции, надо снять следующее.